К ноябрю правительство должно внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с 11 до 3. Планируется, что в законе оставят конкурс, аукционы, запрос котировок и уберут остальные способы, в том числе запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие. Сроки проведения закупок должны сократить, а правила нормирования сделать едиными для всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Также ожидается введение универсальной стоимостной предквалификации, то есть оставить допуск к закупкам свыше определенного объема только участникам, имеющим успешный опыт исполнения в объеме не менее 20% от минимальной цены контракта. В правительстве считают, что так можно будет отсечь липовые фирмы, которые ничего никогда не делали, но дают заявки по минимальной цене. Тем временем в России совершенствуются некоторые положения в сфере культуры. Осуществлять закупки у единственного поставщика с 1 августа можно будет на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. Годовой объем закупок не должен быть выше 5 миллионов рублей или превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика. При этом бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупаться за счет полученных в качестве дара средств. Сюда относят пожертвования и завещания. И в частности, благодаря новшествам, без проведения торгов можно будет закупать у авторов не только сами произведения и фонограммы, но и права на них. Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился. В количественном выражении снижение составило чуть больше 13%, а в денежном – 3,5%. На 1 июля размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 триллионов рублей, увеличившись за год на 20%. Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе-июне снижался в 2015 году после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков. Нынешнее снижение выдач также происходит на фоне повышения кредитных ставок по ипотеке из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. В конце прошлого года они опускались ниже 10%, затем в апреле выросли до максимума в 10,56%, а в настоящее время вернулись к снижению. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом с 1 июля 2019 года параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в России. Этот механизм призван сдерживать цены на топливо внутри страны. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли. Механизм будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более чем на 10%, а на дизтопливо не более чем на 20%. Для Дальнего Востока устанавливается дополнительный демпфер в 2000 рублей за тонну. Если оптовые цены на бензин и дизтопливо в этом регионе отклонятся более чем на 20% от средних цен по России, то надбавка для Дальнего Востока обнуляется. С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Государство выделит каждому из них дополнительные 244 рубля. Такой категории пенсионеров не индексировали выплаты с 2016 года. Их можно увеличить только благодаря ежегодному индивидуальному перерасчету. Пенсионный фонд России для этих целей учитывает продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Чем больше доход, тем выше сумма страховых взносов и количество индивидуальных пенсионных баллов. Однако работающим пенсионерам, сумевшим за 2018 год накопить больше баллов, чем те 3 балла, из которых сейчас исходит правительство при перерасчете пенсии, ждать повышения прибавки не стоит. При этом дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году. С 4 августа ГИБДД будет назначать сочетание букв и цифр для новых автомобильных номеров, а знаки штамповать станут аккредитованные частные компании. Предположительно, стоимость номеров не изменится, но последнее слово будет за Федеральной антимонопольной службой. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.